Бонжур, с вами Виктория Франц. Сегодня мы с вами поговорим на очередную тему отношений. На этот раз это будет 14 способов разрушить отношения. Первый способ – говорите только о себе и только о себе любимом или любимой. Второй – никогда не спрашивайте о том, что чувствует человек в данной ситуации, о том, что бы он хотел бы куда, допустим, пойти или где и как с вами пообщаться. Никогда ни о чем не спрашивайте ни его мнения, ни его чувства. Чаще проверяйте ваши отношения на прочность. Делайте всякие уловки и всякие гадости. И самое главное, четвертое, не забывайте напоминать своему любимому или любимой о том, что они никто в этой жизни. Они самые ужасные, отвратительные и вообще никто, и они тоже не уникальны. Забывайте ревновать к каждому столбу. Сомневайтесь в себе, устраивайте сцены ревности при всех. Шестое, играйте в детектива. Ищите ошибок и при любой даже маленькой ошибке всегда делайте: ага, вот тут ты сделал все неправильно. Фу, таким быть, все, ты мне не нужен или не нужна. Седьмое, постоянно заставляйте доказывать свою любовь. Настырно. А особенно работают фразы: «Я действительно не верю, что ты любишь меня. На самом деле я тебе совсем не нужна». Восьмым пунктом, как чаще можно играйте: угадай, что я хочу, или о чем я думаю, или почему я обижаюсь. Девятое, никогда не злитесь, не выражайте своих эмоций и не говорите о том, что хотите вы. Также можете сосредоточиться на недостатках вашего партнера и постоянно ему про это твердить. Десятым способом игнорируйте все желания партнера. 11-м способом не проявляйте никаких эмоций, никаких сюси-пуси и никаких обнимашек и прочего. Равнодушное отношение, будто бы вы просто знакомые. Всегда ведите себя очень серьезно, будьте с каменным лицом и никак ни на что никогда не реагируйте. 13-м способом вы должны проявить как можно больше чуткости. Ты на меня точно не обижаешься? Знаю, ты точно злишься. У тебя что-то случилось? Слушай, дай угадаю. Потерялось любимое колечко? Посмотрел вчера матч футбольный? 14-м способом никогда ни о чем не разговаривайте, не вступайте в разговоры. Просто стоит выкрикнуть пару ненужных фраз, оскорблений, психануть, устроить истерику, устроить сцену ревности и просто уйти, хлопнув дверью. Вот такие вот советы, с одной стороны не полезные, с другой полезные. Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть еще остальные мои видео, то сейчас посмотри просто заставку, которая будет следом, с очень классной музыкой и с указаниями того, что надо сделать. Сделай обязательно, иначе я приду за тобой и дам пару плохих советов.